Мы с Орханом много дискутировали, спорили. Он сначала вообще говорил, ничего не надо делать. Такой у него был характер. Потом говорил, давайте все-таки делать. И потом мы придумали, как делать. Потому что еще при жизни у Гейдара Джахидовича было немало книг, которые были сборниками его лекций, которые были сборниками его статей. Были книги, которые он сам целиком писал от начала до конца, но они нам казались как бы не той значительной вот книгой, которая должна быть после смерти этого незаурядного и выдающегося человека, который оказал огромное влияние и на нашу эпоху, интеллектуальное прежде всего влияние, и влияние своей личностью, и на тех людей, которые имели счастье его знать, и там хорошо к нему относились или ненавидели его. Гейдар Джемаль не оставлял равнодушным ни одного человека. С каждым человеком он мог разговаривать. И он всегда отстаивал то, что считал для себя истиной. Никогда не пытался подстроиться под другого человека. Но так как он был человеком безукоризненной этической, такой аристократической манеры поведения, он мог находить общий язык с каждым человеком, с каждым разговаривал. И поэтому мы решили, что просто делать собрание сочинений, мы, безусловно, готовим собрание сочинений, которым будет несколько томов, работ Гейдара Джемаля. Это все правильно, но немножко не то. Как быть? Вот что главное оставалось у нас в душе, в памяти о Гейдаре Джемале, как ощущение его присутствия и соприкосновения с ним. И каждый, вот мы все встречались, разговаривали, говорил, главное это то, как Гейдар разговаривал с человеком. Главное была его удивительная манера формулировать, отвечать на вопросы. Это такая манера, которую я как-то назвал в одном интервью манерой Сократа. Вот у Сократа была философская манера как бы растолковывать какие-то суть вещей, отвечать на вопросы там Платона, Алкивиады, там Критона, кого-то Крития, кого-то других. И вот у Гейдара Джахидовича тоже была такая манера. Ему задаешь вопрос, и он начинает, исходя из своего представления о мире, о Боге, о человеке, очень интересно и глубоко, и при этом таким внятным и ясным стилем рассказывать тебе, погружая тебя, будто буквально беря за руку и вводя в суть и в содержание какого-то важного и серьезного вопроса. И сама идея, тут я уже могу сказать, вот в чем мое авторство. Мне родилась, когда я ехал из Москвы в Петербург на поезде, я подумал, как? И вдруг я подумал, мы же когда беседовали с Гейдаром, всегда были какие-то понятия, которые мы обсуждали, самые разные. Там, Америка, человек, Достоевский, Раскольников, Ленин, там, Белое движение, Кавказ. И всегда это были такие устные беседы, которые вдруг, подумал я, где-то зафиксированы. Видео, каких-то аудио материалах, может быть, да, какие-то записи, какие-то интервью, которые не обработаны и не скомпилированы. И я стал набрасывать на своем айпаде так называемый глоссарий. От А до Я стал вспоминать просто еще острое, горькое чувство утраты было очень свежо в душе. Голос Гейдара как бы звучал. Значит, в голове я виделся с ним где-то примерно за 8 дней до его смерти. Он умер в Алма-Ате, где я и похоронен на местном таком прекрасном городском кладбище в предгорье, значит, таких прекрасных гор, очень красивых. Я стал вспоминать вот эти понятия, выписал и получил несколько сотен понятий. Я послал, значит, друзьям нашим, коллегам, вот смотрите, ребят, сначала первой реакцией было, там из этого ничего не получится. Говорю, давайте мы начнем просматривать, прослушивать его аудио, видео, просматривать его статьи и искать эти определения. Именно в определениях, в комментариях, в рассказах Гейдар раскрывался в полной мере. И вдруг начало получаться. Кто-то нашел одно что-то, кто-то другое. И начала возникать книга. На какие-то из тех понятий, которые тогда я написал в поезде, мы не нашли никаких доказательств, свидетельств, ни письменных, ни аудио. Они остались только в памяти.
в сердце. Мы когда разговаривали, пили чай, и Гейдар это говорил, но это было не под запись, это просто осталось, к сожалению, уже утрачено. Утрачено для мира, но осталось, как говорится, в моей памяти, в памяти тех, кто имел счастье присутствовать на этих беседах. А?